Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой: что он думает и как на самом деле к вам относится. Будем смотреть на мужчину, который вам нравится. Если тема интересна, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, так и спросите, что ты обо мне думаешь и как на самом деле ты ко мне относишься. Я думаю, что вы уже все загадали, что все уже настроились. Давайте посмотрим. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина, на которого вы загадали, у него сейчас какие-то проблемы. Как будто бы мужчина плачет. Проблемы в жизни. У кого-то проблемы со здоровьем, у кого-то проблемы с законом, а у кого-то проблемы вот с материальным, с деньгами. Какая-то тяжелая, гнетущая обстановка. А вы, девочки, для этого мужчины как таблеточка. Таблеточка радости и счастья. Вы знаете, как повернул голову на свою жизнь и печалится, думает: ой, как же мне тяжело, как же мне вот выпутаться из этой всей ужасной ситуации. Подумал о вас, и на душе хорошо и тепло стало. Так, мужчина, которого вы мне загадали, непростой человек, очень непростой, спорный, понимаете? С одной стороны, молодец, старается для себя, для жизни, для комфорта, для будущего. Такой вот ярый, я бы даже сказала. Вот он, если загорается какой-то мыслью или идеей, ну его не остановить. Нет, не остановить. Пока не сделает, пока не доделает, он не успокоится. Может работать, но просто по 48 часов без устали. Вот прям задор у него такой чувствуется. Потом, конечно же, усталость берет свое, но тем не менее он пока дело не закончит, не успокоится. С одной стороны плюс, с другой стороны минус. Да, трудоголик он у вас. У кого-то отыграется, что мужчина, кстати, не свободный. И как бы вот эта симпатия между вами, а она взаимная симпатия, она его подкашивает. У него есть какой-то кодекс, я не знаю, чести, достоинства. Он всегда, знаете, как говорил: не-не-не, я там изменять не буду, я не такой, там, если раз женился, то терпи и прочее. А тут, понимаете, как вас встретил, и пошатнулись все его эти моральные устои. Вот. И он думает сейчас: ну вот что со мной не так? То ли я не такой, то ли мысли у меня какие-то вот неправильные были. Вот. Как реагировать на эту ситуацию? Как поступить? У кого женатый, слушайте, но у него жена удобная, он ее выбирал именно по этому качеству, чтобы было удобно. Да? Удобно. Не для любви он на ней женился, не для счастья, а для своего удобства. Может быть, она умная, может, у нее работа хорошая, может быть, она хозяйка. Понимаете, все там метет, заметает, моет, начищает, готовит, я не знаю, да, может быть так. А может быть, она денег много зарабатывает, либо, знаете, как перед друзьями не стыдно, что вот у меня жена, да, при должности. Выбирал он ее по определенному критерию, но любовь здесь даже близко не стояла. И он был уверен, что эта любовь, это все, ну, знаете, как фантазии, да? Придумали люди себе там для романтики фантазии, что любовь бывает, там, чтобы в книжках писать, там, стихи, песни петь, да, мыльные оперы снимать. А на самом деле в жизни оно все гораздо проще. Вот. И он жил долгие годы с этой уверенностью, пока не встретил вас. Когда он встретил вас, нашла коса на камень. Перевернули вы мир этого мужчины. С одной стороны, он
ну, понимаете, как за голову берется и говорит: боже, ну что же мне теперь делать? А с другой стороны, нравится то, что с ним происходит. У кого мужчина такой, знаете, там под 40 или чуть побольше, так у него как, ну, вторая молодость началась, да, он так себя ощущает рядом с вами, даже если вы с ним одногодки. Так, вот что его привлекло в вас, так это ваш холодок. Вы такая серьезная женщина, вы, ну, мужиков строите направо и налево, к себе близко не подпускаете. Чтобы с вами сблизиться, ну, я не знаю, пуд соли, наверное, надо съесть. Вы даже если симпатию к мужчине испытываете, но не станете никогда прямо его к себе зазывать. Нет, вы не такая, вы очень скромная женщина. И его это очень привлекло. Ваша задумчивость, ваша отстраненность, кстати, ваши взгляды на жизнь, ваша внутренняя философия, ваше рассуждение. Вы, кстати, очень умная женщина, вы умеете тонко подмечать, вы умеете читать между строк, вы видите то, что скрыто от других. Вот это его завораживает. Когда вы общаетесь, он просто отдыхает головой, он, знаете, как наслаждается тем, что он и видит, и слышит, и его это, конечно же, как восстанавливает. Если вы просто переглядываетесь с этим мужчиной, поверьте, он о вас очень многое знает, какие-то справки о вас наводил, восхитился вами, вдохновился вами, а теперь очень хочется вот пообщаться на разные темы, не только на любовные, очень интересуется, вот какая вы в общении, да, либо а правда ли, что о вас говорят, вот прям с таким вот прям, знаете, с помпой, что вы такая умница, что вы такая начитанная, либо глубокая женщина. Очень интересно. Ну, а кто у меня сейчас в любовных отношениях находится, ну, у кого уже та самая фаза костра и пожара, здесь мужчина просто, хотела сказать слово, ну ладно, промолчу, да, он просто в шоке, да, откуда столько страсти у женщины и откуда столько глубины. Понимаете, вы его прям с двух сторон сделали, показали, насколько женщины могут быть страстными и горячими в кровати, и насколько женщины могут быть умными и рассудительными. Вот так вот, мои хорошие. Как он может к вам относиться? Да, боженьку благодарить, что он с вами встретился. Встреча с вами – это действительно разрыв шаблонов, это переворот его сознания. И мир, таким, как был раньше, он просто рухнул. Рухнул, потому что все это было такое, знаете, фейковое, на соплях приклеенное. А с вами все по-настоящему. С вами и солнце ярче для него светит. Так, девочки, кто вот женатым, хочу вот уточнить. Вы знаете, этот мужчина, он умеет себе гасить страсти, он умеет гасить себе желания. Он очень терпеливый человек. Благодаря этому терпению он очень многого в жизни, кстати, смог добиться. Если вы хотите быть с этим человеком, либо есть у вас вопрос, да, а что будет, не будет, там, оставит ли он прежнюю женщину, будет ли он с вами, будет ли у вас с ним семья. Сразу хочу предупредить, что на это уйдут, ну, месяца, у кого-то даже годы. Этот мужчина, он не скандалист, он не любит вот этого всего пафоса, гром, молнию он не любит, он будет договариваться полюбовно. Плюс он еще такой, знаете, хитренький в делах, он будет стараться, ну, как бы по максимальному себе сохранить там имущество, там, как то, что непосильным трудом заработал. Вот, поэтому придется очень долго ждать его, но дождетесь, потому что он ведь, понимаете, он как бизнесмен от Бога, он знает, куда надо вкладывать и деньги, и чувства. Вот вас он будет вкладывать свои чувства. С ним неплохо будет, если вы его дождетесь. Если он вам пообещает, что вы будете вместе, поверьте, вы будете вместе. Вопрос только, сколько на это времени уйдет. Если вы смотрите на свободного мужчину, например, там коллега, да, вы там общаетесь периодически, у вас еще не дошло до пожара, мужчина будет действовать, настойчиво будет действовать, ему с вами хорошо, интересно. Единственное, что, девочки, он зациклен, я уже сказала, да, на комфорте.
и очень трудно вам будет перешагнуть этот момент. То есть он будет стараться создать гнездо, там все обустроить, чтобы было все и сразу, и только тогда он вас, например, замуж позовет, да, либо там съехаться вместе жить. Если какое-то, например, условие будет не соблюдено, например, да, негде жить, либо квартира маленькая, либо там мебели не хватает, он будет ждать, чтобы все прям было, вот знаете, как чин-чинарем, да, все было идеально. А вы будете думать, вот чего он медлит, вроде там есть где жить, да, может быть, у него квартира, либо вы могли бы вместе, там, например, снять квартиру, вот чего медлит. А он будет именно создавать такие комфортные условия. Для тех, кто у меня уже сейчас любовники, потому что я вижу, есть такие люди, мои хорошие, что тут сказать, ваш любовный роман, он приведет к браку, причем здесь мужчинка, он будет очень стараться, потому что с вами очень хорошо, очень. Вот такой интимной близости, как с вами, у него никогда и ни с кем не было. Даже если у него там, не знаю, там миллиардов женщин было до вас, вот то, что он испытывает с вами, ту радость, то счастье, которое вы ему даете, но это, конечно, сказка. Вот он в сказку с вами попадает. Он будет и настаивать, и как торопить события, чтобы вы уже на постоянной основе с ним проживали на одной территории, да, и чтобы, знаете, как засыпать с вами и просыпаться в ваших объятиях. Он будет к этому очень стремиться. Но я вижу, что у вас могут быть вопросы. Может быть, у вас детки есть, может быть, вы хотели бы, что прям, знаете, как с официального брака пойти. Вот какие такие моменты будут. А он будет говорить, не-не-не, будет, мы с тобой и поженимся, и все будет, но давай скорее вместе жить, съезжаться. Вот хочу, чтобы прям проводить с тобой время, чтобы не надо было там на всякие свидания ездить, а чтобы мы вместе находились. Вот. Еще раз говорю, девочки, этот мужчина, если он вам пообещает, что он женится, он женится. Он женится, обязательно женится. Такой вот он человек. И плюс, конечно же, вы смотрите, как его покорили. Очень нравится. Так, здесь вот еще показали момент. Вы для него вот как звезда, да? Вот он чувствует, что он счастливчик, что он звезду поймал. Да, вот сколько людей, сколько звезд на небе. Кто может поймать звезду? Вот кому так может повести в жизни, да, чтобы у него была своя собственная звезда. Он себя именно так ощущает. Именно так. Если вы просто, познакомились, да, там пару раз пообщались, либо там переглянулись, и у вас вопрос по поводу мужчины. Девочки, в этом случае, еще раз говорю, да, мужчина вами покорен, он знает о вас какую-то информацию, вы ему невероятно интересны, у него аж бедненького подгорает. Вот хочется больше вас изучить, хочется с вами вот прям сблизиться как можно скорее. Мужчина будет действовать решительно, но не нагло. Дайте этому мужчине возможность проявиться. Не хмурьтесь в его присутствии, но и не прыгайте в его объятия. Вот такой вам советик, да, немножечко мужчину на расстоянии от тебя подержать, да, пусть он там изголодается, а вы уж потом дадите ему возможность, да, там в щеку себя поцеловать, либо за руку подержать. Вот это будет для него счастье, вот это будет для него наслаждение. Вот понимаете, он на вас возбуждается очень сильно, не только на внешность, там, на фигуру, но и на ум, понимаете, это крайне редко такое случается и встречается. И этот мужчина, он гурман, я сразу вам скажу, он в женщинах толк знает. Он любит внимание женщин, он любит его добиваться, он любит, чтобы женщины там охали и ахали в его присутствии. Вот. А вы не такая, и с вами вот все как-то пошло по-другому. Этим вы его очень подцепили, очень. И, девочки, что сказать, я вас поздравляю. Если вы этого мужчину хотите, делайте, как я сказала, да, слишком быстро его к себе не приближайте, поверьте, это будет ваш.
ваш, и свадебка будет, и все на свете. Вот. Мужчина неплохой. Конечно, есть у него какие-то недостаточки, но это не настолько существенно. Не настолько. Неплохой, и жизнь не будет очень даже и неплохая. Главное, что он вас ограничивать не будет. Наоборот, он будет рад, если вы развиваетесь, если вы работаете, если вы чем-то занимаетесь, увлекаетесь. Ему и самому это все интересно будет, да, и плюс он у вас немножко хвастливый, да, он любит там перед друзьями похвастаться, там, что у него есть, да, кто там рядом с ними есть, вот, будет вдвойне приятно. Так, мои хорошие, интерес здесь живейший, а у кого-то уже и прям влюбленность. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.